Мощный напор воды поступает в колодец Матиевых, а засухи в летний период на время можно забыть. Не так давно семья обзавелась собственным участком за каналом Вальтиева, но провести водопровод так и не получилось. Недавний пожар разрушил все планы, и поэтому для них подвоз воды – это ощутимая поддержка, делится хозяин дома. Нормально. Ну, а сошла, да, сошла, что он ходит далее. Хавай телефон, да, тебе скидываю, сразу, да, ухи. Фишка богом бьешь в любом случае. Следующий пункт доставки живительной влаги – село Гамурзиево. В одном из домов проживает семья Бузуртановых. Сюда они переехали 4 года назад. И тогда же во дворе был выкопан колодец. Перебои с водоснабжением здесь довольно частое явление, жалуется хозяйка дома. Летом вообще нету воды. А как у вас колодец стоит? У нас колодец. А люди, у которых нет колодца, приходят, вот у нас воду берут. Мы им отдаем. С такой проблемой столкнулись жители некоторых населенных пунктов региона. В качестве вынужденной временной меры местными властями для жителей был организован подвоз воды. Большую работу в этом направлении проделали в Назрановском районе. В круглосуточном режиме в городе задействовано 4 машины во всех наших округах городских. Вода подвозится в достаточном количестве. Вот на этот момент, в принципе, вот только такие маленькие такие случаи, где вот адресно звонят, они остались. А так, по большому счету, вот проблема вот на данный момент вот, она практически вот решена. И эта работа будет продолжаться до того момента, пока мы так кардинально не изменим ситуацию уже с конкретной подачей воды. Первый заместитель председателя правительства Михаил Элезов по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова выехал на Альтиевскую водозаборную станцию, чтобы лично оценить ситуацию с добычей воды. На место также прибыли зампредседателей правительства Тимур Фаттахов и Исрапил Латыров. Осмотрев насосное оборудование, комиссия приняла ряд решений для того, чтобы полностью покрыть потребность жителей водой в летний период. Для этого нужно будет заменить ряд насосов. Сегодня же выходим на производителей в Орловской области. Уже с понедельника начнется подписание договоров и уже непосредственно поставка насосов для того, чтобы мы их устанавливали. И мы ориентируемся в течение недели, максимум 10 дней, на то, чтобы привести эти насосы новые, установить, наладить и запустить. Директор Ингуш-регион-водоканала подчеркнул, что на данный момент насосы качают до 22 тысяч кубов воды в сутки. В летний период объем потребляемой воды увеличивается практически втрое, и тех возможностей, которые имеются сегодня, недостаточно. Новое оборудование позволит повысить добычу воды на 10 тысяч кубов, а то и больше. Необходимо провести модернизацию некоторых насосных оборудований, я имею в виду насосных станций, в том числе Кантышевская, Сунжская насосная станция, Альтиевская. Но дело в том, что надо увеличить всего лишь навсего, хотя бы увеличить мощности на 30%. Пока хотя бы. Поэтому вот сейчас правительство собрались мы вместе, да, решено, что найдем средства для этого. Только на Альтиевском водозаборе планируется установить около 4 новых насосов, а в Кантышеве уже прошли работы по установке нового оборудования. Это позволит увеличить объем подаваемой воды в дома граждан. Глава региона держит эту ситуацию на личном контроле, и в скором времени власти обещают окончательно решить вопрос с перебоями водоснабжения. Михаил Тангиев, Магомед Аскиев, Новости 24.